Но прежде всего я должен отметить, что экспедиция «Пути Великого Совершения» – это уникальная экспедиция. И мы в 2018 году в этом же составе и чуть больше в апреле месяце 2018 года проводили эту экспедицию и объехали весь территорию Тампонского района в 2018 году в апреле месяце. И вот это наша очередная совместная работа. Наша делегация выехала в составе 3 человек. Это в составе меня и художественного руководителя творческого центра имени Николая Николаевича Туласанова, Байкантайского наследия Тампонского района Кузьмина Юрия Владимировича и водителя Нергун Дмитриева. Ну, как Георгий Дмитриевич сказал, мы соединились к экспедиции в Нижнем Вестях, и вот вчера до 6 часов, можно сказать, доехали благополучно на Алданскую землю. Ну и что сказать про Алданский район и про золотодобывающую отрасль? Я должен отметить, что я все-таки 15 лет работал в геологической отрасли, прошел путь от горного инженера-геолога до заместителя начальника Алахьонской геолого-разведочной экспедиции. И эта тематика, конечно, для меня очень дорога, это часть моей жизни. Ну и самое главное, наша задача, вот тампонцев, скажем, это увековечить имя нашего земляка, уроженца Байкантайского наследия Тампонского района Тарбукина Михаила Прокопьевича, который является признанным первооткрывателем Алдан золота. Ну, так скажем, Алдан золота. А так он открыл в свое время, в 1923 году вручение заметные, обнаружил знаки золота. До этого он работал в Бодайбо, естественно, знал какие-то навыки и тому прочее. И при встрече, конечно, с Бергеном, он совместно с ним проработал. Сам он неграмотный. И, естественно, мы на его родине гордимся им. Мы открыли в 2007 году в селе Кресхаджай, откуда это центр Байкантайского наследия, начали, и в 2012 году практически официально указом президента нашей республики Егора Афанасьевича Борисова был открыт горно-геологический музей, открытый. Таких музеев нет в республике Саха. Имени второго нашего первооткрывателя, тоже уроженца Байкантайского наследия, села Кресхаджай, в той же деревне, Кулар золота. Это кавалер ордена Ленина и трудового Красного Знамени Ефимов Гаврил Петрович. И третий у нас знатный геолог, тоже фронтовик, уроженец села Кресхаджай. И он работал начальником геологической партии центральной нашей поисковой съемочной экспедиции. И первым из коренного населения получил звание заслуженный геолог Якутской АССР в 1960 году. Вот видите, насколько богата у нас Байкантайская земля Тампонского района. Хотя без спецобразования они открыли 2 крупнейших месторождения. Ну, сами знаете, что такое Алдан золото. С Алдан золота у нас началось развитие горнодобывающей промышленности нашей республики, ну, тогда Якутской АССР. И что примечательно, в этом году, в этот день сегодня мы привезли с родного Аласа землю родную, посетили кладбище, в общем, опрятно все, присмотрено. И что примечательно, люди, оказывается, ухаживают ее. Ну, таких кладбищ достаточно, я много навидался, но так, чтобы человек, который за 1000 километров похоронен, и так следят, это говорит о многом. Не говоря о том, что памятник ему стоит в центре, как бы, флешка, говорят, города Алдан, как говорят сейчас, модно говорить. Ну и ему вот родную его землю с родного Аласа посыпали. И самое главное, что совпало. Ну, наверное, великие люди святые дни выбирают. Сегодня как раз день рождения Михаила Прокопьевича Тарбукина. А он родился в 1882 году. Хотя здесь есть некоторые разночтения. Кто-то говорит в 1985 году,
ну, как человек, ну, по биографии, автобиографии, вот сегодня мы сфотографировали в музее туда все. Там он, кто-то писал, ну, грамотно, так, а он расписался своей подписью. По воспоминаниям нашего, тоже легенды, как говорится, генерала нашей золотодобычи Тараса Гавриловича Десяткина, героя соцтруда. Я с ним очень много общался, как горный инженер-геолог. Он говорил, что ему при жизни Михаилу Прокопьевичу, как первооткрывателю, вручили орден Трудового Красного Знамени и присудили премию ежемесячно платить 100 рублей. Вот золотодобыча Алдан Золото. И сегодня вот сотрудники музея подтвердили это свидетельство. Я, честно сказать, не очень-то верил, что вот насколько он был известный человек при жизни. Да, очень много черных, как говорится, черных пятен по личной его судьбе, ну, по жизни, потому что он дважды женился, дети, туда все. Вот наша задача, как говорится, земляков, все-таки все эти пятна, как говорится, ну, разобраться и там прочее, и четко все это будет. Для чего это надо? Для того, чтобы у нас все-таки Тампонский район такой же, побратим Алданскому району. Я сегодня, когда мы встречались с руководством района и со своим коллегой, председателем районного совета депутатов, тоже подчеркнул, что мы находимся на одной долине реки Алдан. Они в верховьях живут, мы в средней части. Ну, в средней части Алдана, во-первых. Во-вторых, все-таки у нас тоже развита промышленность. Но у нас рудное золото, которое есть, та же Нижданинская или другие месторождения Верхнеменкиченская. В этом году, кстати, мы в сентябре месяце запускаем в эксплуатацию обогатительную фабрику рудного месторождения Нижданинская, а в ноябре планируем запустить обогатительную фабрику месторождения Верхнеменкичей полиметаллическая. Кстати, там как раз работала мама Вячеслава Анатольевича Штурова, уроженца поселка Хандга, второго нашего президента. И вот, работая в этом месторождении, выехала в Хандгу и там родила Вячеслава Анатольевича. То есть как будто бы земля круглая. Оно есть, конечно, круглое, но что-то все-таки вот через наших людей. В Алдан-заводе, когда вот в начале 30-х годов, многие тампонцы тоже работали. Насколько я посписочно я знаю, это через документы и тому прочее, 36 жителей Байкантайского наследия и Меганалдана вот как раз работали. В том числе будущий герой Советского Союза, знаменитый снайпер Федор Матвеевич Охлопков. И многие его родственники и родня подчеркивают. Хорошо то, что он работал и трудился в горняцком коллективе, где научился понимать и разговаривать на русском языке. Что такое знание русского языка? Ну, во время Великой Отечественной войны вы, наверное, лучше меня знаете. Многие-то погибали из-за того, что хорошие, храбрые воины были, но погибали из-за того, что не знали команды на том языке, который издавали. Ну, это как говорится. Так что вот видите ли, то, что мы сегодня посетили, да, конечно, Алдан золото это по сравнению с нашим, у нас золото совсем другой геоморфологии. У нас они как бы минерализованные зоны, а здесь сегодня я с материалом поговорил, и когда мы посетили производственный участок, один из участков, я должен сказать, один из месторождений. Всего в Алдан-золоте вот на сегодняшний день разведано 11 месторождений золота, в том числе 10 рудных и 1 рассыпной, так называемый. Вот. И вот этот полюс Алдана вот этими и занимается. Они были разведаны уже. И вот то, что мы посетили месторождение Дельбе, это производственный участок добычи, и с крышу посмотрели. Ну, поверьте, я достаточно много лет работал, занимаюсь всю жизнь, можно сказать, горнодобывающей отрасли. Но меня впечатлило, насколько большой объем сделан, и перспектива очень большая. Естественно, сами знаете, во-первых, сама
Геоморфология вот этих месторождений простая, чем нижданинская. Второе, запасы на сегодняшний день, вот как главный геолог доложил, Андрей Александрович Ананин, составляет, ну, на сегодняшний день только разведано. А сколько еще будет разведано на южном фланге и тому прочее, это перспективы, конечно, на другие фланги. Это он, как доложил, где-то 250 тонн еще впереди. Второе, то, что у них кучное выщелачивание. Да, они первые начали здесь. Ну, по крайней мере, Якутии после Хакасии. Кучное выщелачивание. Мы в свое время тоже это изучали по своему месторождению Нижданинска, но оно нам совсем не подходит. Здесь коровоwyветривание, субпластовые, пластовые залегания. Ну и сами знаете, что такое коровоwyветривание, это практически уже не скальные выходы, ну, скажем, руд. Посетили мы ЗИФ, золотоизвлекательную фабрику. Главный технолог нам рассказал от и до, можно, как говорится. Мы все это поняли. Но, конечно, в свое время это здание было построено в советское время, громадное здание. Но на сегодняшний день мы, по тому докладу главного геолога, я понял, что необходимо еще реконструкцию делать. Потому что на сегодняшний день они 6 миллионов руды перемалывают. Это более 6, ну, при среднем содержании, я посчитал, 1 грамм, 1,1 грамм на тонну, это где-то у них получается 6 с копейками тонн руды. А они сейчас намереваются уже до 7 миллионов. Это, стало быть, надо будет. А главный геолог, технолог сказал, что она была рассчитана, ну, где-то, да, они где-то до 7 еще могут, но если наращивать будут, естественно. Перспектива большая. Сама структура, вот, да, я сказал, что горные работы очень большие проведены, но как руководитель района должен все-таки я здесь подчеркнуть. Очень много народу работает вахтовым методом. Богатство недра, допустим, региона. Но, к сожалению, те налоги, которые должны были полностью платиться по закону, я понял, что это не полновесно. Потому что, когда при разговоре с теми же специалистами, все постоянно прописаны где-то в других регионах Российской Федерации. Временная прописка, естественно, и налоги могут уйти. Второй момент, то, что очень много подрядных организаций, которые приехали с других областей Российской Федерации. Опять-таки, они не зарегистрированы. Вот сколько пополнения бюджета Алданского района можно упустить. Все эти проблемы мы видим и у себя. Это повсеместно, по всей Российской Федерации. Ну, не говоря о нашей Якутии, нашей республике. Конечно, мы должны, как руководители территорий, на которых это освоение, не зря же раньше говорили, богатство недр – это богатство народа. Мы должны все-таки эти вопросы ставить. И ставить на уровне, уже на уровне страны, правительства нашей страны. И надо ставить смело. Потому что, видите, какое отличие это. Живут как эти вахтовики, сегодня же вы своими глазами посмотрели. И живут местные, те же русские и тому прочее, которые здесь живут всю жизнь. Каких, допустим, условий. Это недопустимо. Хотя я сам заинтересован, конечно, всю жизнь посвятил подготовке и освоению этих месторождений. Да, есть проблема, конечно, и по охране природы. Свернуть такую гору, пустые породы складывать. И мы, естественно, должны добиваться рекультивации. Это все должно быть заложено. Во всех проектах, когда общественные слушания идут, это все заложено. И они заключение получают, и как бы соглашение на освоение, тоже лицензию, получают с такими условиями. А потом уже забывают недропользовать. Мои коллеги. Я тоже, как горный инженер-геолог, грешу этими вещами. Потому что бывает, что и непосильно. Ну а так, я думаю, задача очень наша, можно сказать, святого рода. Мы все-таки
Без них, без наших этих первооткрывателей, без первопроходцев, будь он строитель, будь он автодорожник, будь геолог, будь горняк и там прочее, естественно, не получило бы развитие наше. Наш регион, наша республика, такое развитие горнодобывающего промышленности. Но при этом я должен еще раз повторить, регион не должен стать сырьевым придатком. А для этого мы должны развивать здесь перерабатывающие. Вся республика на этом держится. Вот. А у нас нету в республике, в такой республике, которая занимает 1/5 часть, и где вся Менделеевская таблица, не говоря о золоте, сколько мы даем? Более 30 тонн золота в год. Нету даже обогатительных фабрик. Мы на стороне вывозим, Магадан или куда, или город Плас, и все, естественно, эти деньги остаются там. Почему мы должны это делать? Почему нельзя в Алдане здесь обогатительных фабрик? Или на северо-востоке? Ну, каждый кулик хвалит свое болото. Почему там в Ханге нельзя, или в Тампонском? Единственный обогатительный фабрик. А сейчас же у нас перспектива полиметаллическое месторождение начали разрабатывать. Вот тоже в Верхнем Минкете. Уникальное месторождение, которое второе место занимает в Российской Федерации. Или Нижданинское. Опять-таки 639 тонн чистого золота занимает второе место в Российской Федерации. И мы должны это перерабатывать его на сторону. Естественно, все доходы будут уходить на ту территорию или централизованно в ту же Москву. А мы как были придатками, так и останемся. Это надо решать. И решать, пока все это, наши месторождения, они не растут. Они из года в год убывают. Прирост запасов мало кто делает, потому что уже государственной такой службы, как геология, которая была у нас, в свое время, нет. Я не против, я моих коллег, друзей, товарищей хаять не хочу, но их поставили так, потому что государство так повело себя. Да, частное лицо, почему ему это надо, геологоразведка и там прочее. Он берет то, что есть. И он должен, вынужден это делать. Он на перспективу не думает. Вот сегодня сказал, на 100 лет у нас хватит. Но зачем ему еще геологоразведкой заниматься, когда ему на 100 лет хватит? Вот к чему ведет все это. Ну и очень хорошо то, что да, мы связи установили и тем прочее. И в кануне юбилея столетия Якутской АССР, естественно, все эти наши люди, которые стояли у истоков создания горнодобывающей промышленности всей республики, они должны быть освящены. А не только там депутаты наши или правители каких-то, как обычно у нас делается в нашей стране. Их только вспоминаем. А этих-то, которые дали основу всему, мы, как правило, забываем. Второй момент. В 2023 году исполняется столетие Алдан золота. Это тоже большой юбилей. Все золотари, все геологи и там прочее, горнодобывающие отрасли, республики, вышли отсюда. Их опыт мы переняли, допустим. Учмачи, Аймеконцы, Тампонцы и остальные регионы, которые сейчас начинают заниматься золотодобычей. И это надо делать. Это не только... Мы-то вчерашнее поколение. Мы свое отпахали, мы свое видели, мы свое радовались, печалились. Но наши дети и внуки-то они уже по нашим следам должны пойти. И они должны знать, у них учиться. В той же деревне, допустим, мы каждый год проводим День геолога, научно-практической конференции среди школьников с привлечением наших студентов горно-геологических техников. Всех предприятий. В этом музее у нас стенды сделаны. Всех горнодобывающих предприятий и геологических служб нашей республики. И нашего района. И мы проводим. И вот это чисто непосредственно профориентация среди школьников. И они на живых примерах того же дедушки своего, Тарабокина Михаила Прокопьевича или того же Гаврила Петровича Ефимова, естественно, он молодой человек, который, а почему не я? Почему я не могу? Дедушка у меня безграмотный, это он. Кавалер ордена Ленина или кавалер первопроходец. Его признают все.
А почему меня нет? Вот так должен думать. Мы должны своих детей, внуков воспитывать на живых примерах. Например, своей родни и там прочее. А не Чапаева или кого-то там вспоминать на их примерах. Или Парижской коммуны. Так же? Дитя-то быстрее воспринимают. Когда что-то свое родное прозвучало, и он сразу и удивляется, и потом думает, а почему нет? Ну, если про Тампонский район сказать, да, у нас очень хороший недропользователь, полиметалл. Есть недропользователь геопроймания, который занимается полиметаллическим месторождением. Это все наши отечественные компании. Достаточно серьезные, очень надежные. Очень много начинают помогать у нас. Ну, мы подписано соглашение. И ежегодно они нам помогают. Но если сейчас добыча золота пойдет или те же полиметаллы, естественно, еще больше будут помогать. Меня импонирует, они хозяйственники. Они чистые, ну я все-таки проработал всю жизнь с горняками, с геологами, и знаю, и руководителем района был 10 лет, главой района Тампонского района. Так что меня очень, ну, будущее Тампонского района, можно сказать, уже фундамент сделан. Тем более мы с прошлого года приступили к изыскательским работам. В сентябре месяце мы должны защититься по строительству мостового перехода через реку Алдан. И я должен сказать, вот почему хозяева. Они построили 60 километров муниципальной дороги до месторождения Нижданинская дорогу. Сейчас, раньше я там сутки ездил, а сейчас за 4,5 часа ездил. Ну, за день раньше ездил, как замначальника экспедиции. А сейчас вот дорога есть. От районного центра до месторождения Нижданинской и до месторождения Верховинской. Линии мы в этом году, они сами строят. Хотя у нас по проекту комплексное развитие Тампонского промышленного района, который мы защищали в 2009 году, там было частно-государственное партнерство. То есть электроэнергию и дорогу должно было государство строить, ну как всегда у нас. Но они все взялись за счет своих денег вот построили. И что примечательно, между Магаданской дорогой и этой Нижданинской дорогой, когда линия будет проходить 110 и дороги между дорогой, по моим только, то, что я 15 лет отработал в геологии, есть даже мое родное, там Водопадинское, Лазурное, Кубинское, средних размеров золоторудные месторождения. Но они очень простые по геоморфологии. Так что достаточно много. Ну и последние годы мы все-таки по результатам 2010-2012 года с поддержкой Вячеслава Анатольевича Штурова провели геофизическое исследование на предмет выявления перспективных площадей на нефть и газ. И они нашли. Мы сейчас с гущами скоро будем приступать рекомендуем 2 хотя бы параметрические скважины пробурить, и ну, там уже фактически покажет. Ну, я думаю, что я очень благодарен вот работникам музея, руководству района Алданского, которые нас встретили, все организовали, все четко, прикрепили людей, специалистов. Музей очень хороший, хотя они говорят, уже горели, но материалы достаточно прочные. Ну, я думаю, мы со своей стороны пополним, они со своей стороны пополнят по поводу, ну, Тарабукина Михаила Прокофьевича. И мы еще посетили, вот даже встретились, ну, с бывших не бывает, с работником, ну, пожилого возраста, скажем, редакции Алданской рабочей. Там мы тоже материалы посмотрели. Я даже увидел штатное расписание, оклады и там прочее, которые вот ну, работники Алданской рабочей газеты получали в 1941 году. Материал уйма, надо работать. Мы должны оставить след. Наше поколение за это будет отвечать. За развал Союза, за создание новой общества, скажем, Российской Федерации или Отечества нашего.
Ну и какую историю мы оставим? Наши дети уже не знают, что такое социализм. Они не жили. А мы-то должны все охаивать против всего. Историю нельзя переиначивать. История должна быть оставаться такой, какой была. У каждого овоща свое время созревания, у каждого поколения свое время. Наши отцы воевали, мы начали строить социализм. Так что хорошая экспедиция получилась, я очень доволен. Думаю, участники все довольны. Ну а сейчас осталось подобрать и скомпоновать этот материал. Спасибо. Вам спасибо.